Всем привет! Едем мы на Якутск. Вот на такой вот машине. Хотел начать записывать с Улан-Удэ. Загрузились мы в Улан-Удэ, но не стал. Почему? Не знаю. Вот. Но начну вести свой блог. Так что вот так вот. Сейчас солянку перекачал. Перекачал соляру. Вот на такой вот мы одиночке ездим. Я с женой еду. И вот начну вести свой блог. Так что смотрите. Это тебе, это мне. Да? А что у меня там мало? А у тебя больше? Джова, это тебе. Нет. А что, он не грязный, что ли? Где?
Назар кафешка. А? Кафешка? Ага. Ой, ой. Полный. Нашла ответ ВКонтакте, а он не грузится. Волны, 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 волны. Они достали. Ой, я тоже привет. Лучше плавать по волнам, чем биться от скал. Да? Ну, Люда, не, это вообще поговорка не отсюда. Это вообще Дочта Хабаровск трасса. Трасса Р-297 Амур. В простонародье Чита Хабаровск. Почему здороваются? И что типа, почему дальнобойщики и водители автобусов приветствуют рукой собратьев по транспорту? Во-первых, дальнобойщики на загородных автомобилях приветствуют преимущественно водителей из своих регионов, если успевает заметить их издалека. Но нашего региона я еще ни разу не встретил. Да это, блин, другой был. Тут ВКонтакте ответ на вот эту вот, но чита Хабаровск, а она что-то не грузится. Ага. Ну, понятно. Я сижу в неглиже, просто дырочком не Ты не грязись.
как будет выпуск автомобиля. Типа старые смысл нет продавать. Дорогие там какие-то редкие. Мне болеет, все, как там оценивают это все и говорят, так, страховку вашу сделать, стоит там 13 тысяч каждого. Там еще от пробега же зависит. Возьмите брошюру, Ну, нет, сколько пробега. вам будут выплачивать за либо ваши части тела. Ну, мне иногда кажется, что если мы тебя заставим... Сломанная рука 50 тысяч. Нет, там не 50. Там 400, по-моему. Тысяч? 50 хотя бы. Ну, ты будешь поломанная вся ходить, тебе это надо? У меня машина сломается, что делать будем? Будем тебя ломать, что делать? Деньги получать. Дрова готовим себе. А? Весь лес продали китайцам. Ну и короче, а видео попалось в честь своей первой любви. Вот я его и назвала. Планш. Как? Планш. Почему кулан какой-то? Планш. А, пиво типа? Графический планш. Ну, ему пофиг, видишь, у него машина не своя. Он просто в палат жмет, и все. А? Там едет. Не пойму. Он же там едет. Машина сломается, он может ее бросить, и все. Если всё на пути, то что не скажешь? Скачет, конечно. А? Что пофиг? Ну, конечно, пофиг. Мне какая-то речь непонятная, да? Почему? Не знаю, ты так говоришь, как мне не я говорю. Так, он спускается там, кавы попил. Надо пиццу свою улучшать. Сейчас смотри. Граница Амурской области. И сейчас Стоянка, да? Ну, стоянка, да? Сейчас сравните полностью асфальт. Какой будет до, какой будет после. Асфальт Забайкальского края и асфальт Амурской области. Эти скачки меня вот. Каждый раз езжу, одно и то же повторяю. Достали эти скачки, достали эти скачки. Все равно едешь. И все равно еду. Будем останавливаться? Ну, едете. Нет? А, ты же вылез. Меня здесь нет.
звонила, когда я здесь ехал. Я думаю, здесь останавливался, сюда кушал. Нет, здесь дорого. Ну, иногда кушал. Дежурно включил, да. Ну. Иногда кушал иногда. У них нельзя воду налить? Просто. Откуда? С крана ты хочешь налить или что? А что, у них нет Нет, питьевой воды? конечно. Они же где-то ее берут. Ну, где греют воду. С тобой идти? Да нет. Сиди, сиди. Взяли воду и идем. Стоит. Мужики там что-то делают. Вольво. А, КамАЗ сломался. Газом. Чисто по пирожкам. 200 рублей. Да, 200 рублей. И дамочек. Проверил, точно 2 стоит. А? Точно 2 стоит. Ты два. Башмаках. Да. А то обычно у тебя же так бывает. Ой, я где-то потерял, видимо, на стоянке. Ну да, да. Оно так всегда и бывает. Девочки, пристегнитесь. Мы взлетаем. Очень прошли. Здесь никто не кушает не будет? А, кушай, да здесь дорого. Да я поняла, что здесь Здесь больше моется в душку. сердце, чтобы сон однажды сбылся. Ты дарил мне южный ветер,
всегдаешь нам двоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Я назову планету именем твоим, и будет мир принадлежать всегда лишь нам двоим. Твоей безоблачной вселенной стану я. Ты любовь моя, ты любовь моя. Два пути
дорога А360. Нигде нет. Вот это она есть. Зачем? Стелла случилось. Ну, просто там написано. Якутск 1136. Слева. Вот. Автодорога А360. Есть Соловьевск. Новая дорога. Раньше Соловьевск есть. Сейчас там на кафешке надо остановиться, покушать. И можно дальше двигать. По плану доехать до Молдана. Посмотрим, что там дальше будет с перевалом. Вот это еда.
машину, ее тоже потащил. Она тоже за мной навстречу потихоньку оттормозилась. И полуприцеп летит. Я говорю, аккуратно, говорю, скользко. Он говорит, да, у меня там АБС, ЕБС, вот эта вся фигня. Ну как полетело, давай складывать здесь. Я уже здесь ехал. Я уже на обочину, туда он уехал навстречу. Уже притормозил, чтобы его пропустить. Легковушка тоже притормозил, чтобы его пропустить. Он как полетел, вот так туда и туда вот залетел этот поворот. Ничего не, я ему кричу, отпускаю, я говорю, сейчас лужа здесь, вообще ты там перевернешься. Все, он ее отпустил вот так вот, на тормозах, вот сюда вот залетел, он там остановился. Весь перепугался, испугался. Я у него спрашиваю, что первый раз едешь? Он говорит, ну первый, ага. Я говорю, ты так не шути, говорю. Я в 112 позвонил, мне сказали, ждите, ему говорят, какой 112, говорю, в жизни
одни еще какие-то были. И все. Кто мог ехать, ехали. А вот так вот здесь все вот так вот стояли. То по этой полосе, то по встречной. И вот так мы ехали, вот так в шахматном порядке их объезжали всех. Да? Здесь ладно, здесь бы можно было задом сдать и разогнаться опять. Так здесь нельзя так сделать. Но то, что повороты. Тут один выход. Подкидывать песок и сушить асфальт. Все. Но мужичок был, он на КамАЗе. У него выдовый КамАЗ. И он давай по-тихому всех вытаскивать, короче, чтобы дорогу расчистить. Он одного вытаскивает, второй на его же место встает, застревает. Он второго вытащил. Он, короче, так штук 15 машин вытащил и сказал, да идите вы, короче, в жопу. И развернулся и уехал. Решил, говорит, помочь. А мы наверху стояли, он к нам подошел. Говорит, я, говорит, помогаю ему, они обратно на это же место лезут. Я, говорит, помогаю, они обратно на это же место лезут. Да что, говорит, за люди-то такие? Да им говорят в рацию, не есть, там вся стоянка полная была. Сейчас вниз съедем, там стоянка есть. Там полная, всем говорили, не едьте туда, там вы не заберетесь, там лед. Всем по барабану. Все едут. Да не, никто не говорил, ну там внизу. Им говорили, кто ехал. Говорили, у кого 4 на 2, говорит, вообще не лезьте туда, вы не заберетесь. Поднимались только 6 на 4 и одиночки. Всё. Больше никто забраться не мог.
посылками все набирает. До двигателя везет кто чего вообще. Вот они в 3-4 машины уезжают и приезжают. Долгана, это на Нерюнгри 150 осталось.
спускаться с него. С такими вот поворотами. Спуск. Железная дорога под нами. Да? Поэтому и асфальт. Мост. За эту дорогу, по-моему, тут тоже деньги снимают. Да. Ну да, в небо починили, вообще мягонько едем. Вообще даже не чувствую. На старой это пневме вообще скакал. Животных. Да? Животных. Почему? Ловушечки. Это не обязательно для животных. Да. Это для овощей тоже. Кошечку. Решеточку. Да. Ну, типа, можно и скот возить, и овощи. Всё теперь. Вниз прямая. Потом поворот, мостик. И сейчас перевал. А? Тогда, когда я ехал, я успел проехать. БелАЗы шли. Ну, БелАЗы везли траур. Я их обогнал и проехал. Потом обратно ехал, они навстречу попались. Ну, я проехал. И потом в Ютубе смотрел, мужичка нашел с Читы, он тоже на Якутск ездит. Он ночевал здесь, ну, там по объездной поехал. Он где-то на Семитоннике. Там на Семитоннике можно по объездной проехать. Объехать этот перевал. Ну, там типа наледь, речка там бежит. И все. А тралы эти повисли, как полностью, и полностью все перекрыли. И вот их там пытались вытащить. А я когда обратно поехал, их уже вытащили. ископаемые или «Газпром» здесь.
стояли, все нормально. А утром, говорит, просыпаемся, а впереди них стоял еще один дальнобойщик. Он уехал раньше. Все. Мама с папой просыпаются, все, смотрят, а мусорки перевернуты. Мама еще папе говорит, зачем, говорит, тот мужик эти мусорки перевернул? А папа ей говорит, какие мусорки? Говорит, зачем он их будет переворачивать? Ну и мама объясняет, говорит, ну я ночью, говорит, в туалет ходила, а они стояли нормально. И папа ей говорит, ты что, говорит, совсем с дуба рухнула? Здесь, говорит, Мишка ходит вообще-то, а ты, говорит, ночью шлялась где-то. Вот мама тогда перепугалась, она говорит, ё-моё, у меня, говорит, как не съел-то? Живет, вон, видишь, один маленький домик с антеннами стоит. Да вон прям, когда фары светит. Все заброшенная деревня. На город. А станция на город там. Не, он там живет. Ну это работа у него. Конечно, магазин был когда-то. Кому это еще надо? Берем время, берем. Там является антеннами, он, по-моему, что он делает? Ну чего-то он там есть. Для температуры, по-моему, или это что-то синее. Может, что? Ну и в Нерюнгри. Обход машины. Бля. Жук. Проводок массы. Здесь и дошел. Ну ничего страшного. Двери тут надо сделать. Морду покрасить. Машину. Зацепил. Нашел я откуда эта грязь. Вот это вот вся.
Опять в ящике антифриз был. Там чуть-чуть было в канистре. И вылилось. Ладно, сейчас соляру качаем, едем. Самосвал едем. А сейчас соляру качнем. Уже качнули, все. И едем дальше до Алдана. Все, ладно. Эту, наверное, серию закончим. Следующую серию. Ну, эту отмонтирую, выпущу. И потом следующую серию выпущу. Ладно, всем пока. Всем счастливо.